Всем салам, всем привет. Буду говорить на русском, чтобы было понятно всем русскоязычным. Сейчас везде в интернете вот 4 пропагандоны орет, кричит Скабеева и остальные, 3, 4, 5. Ну, все они для меня вот Скабеева. Ну, все Скабеевы. Орут, кричат. Украинцы напали на Новгород. Вот. Это для меня очень интересно стало. Но поискал немножко какой-то информация, что украинцы якобы переходили на Новгород. Зачем-то вам орат и кричат. Вот. Теперь, я не знаю, порвать себе, рвать себе, да? Но это же спецоперация. Идет по плану. Вы же не могли за 3 дня брать Киев, да? А вы возле Киева, да, везде до сих пор бомбите ракетами, бьете Украину и говорите, что вы проводите там спецоперация. А 4 русские, украинские солдаты вошли в вашу территорию, и везде вы орете, кричите: ой, напали на нас, вот изнасиловали нас, убивали нас, уже эвакуация какой-то. Я не понимаю, честно. Вот так и вот вы. По-таджикски это называется шато. Жала, проститутка по-русски называется. Вот это вы. Но это же спецоперация. Вот так идет, а потом вот так повернется туда. Вот так идет, и там дальше. Потом до планирования точку, которую вы планировали, до Кремля. Вот. И будут идти до туда. Все. Это спецоперация. Это никакое не нападение, не, скажем, террористический какой-то акт. А тут ничего нету. Тут просто спецоперация. Это продолжение, это спецоперация по освобождению от неонацистов. Просто человечество. Не имеет значения, тот человек, тот национальность, не имеет значения, какой национальность. Но реально идет освобождение. Что вы орете, кричите так: ой, так приходили они, на нас напали автоматами, вертолет поднимали, это поднимали. А кто-то начал. Начал кто? У нас есть поговорка, есть одна хорошая поговорка, это таджикский. Башохи гов бозинака медаронат. Играй со своими размерами, говорят. Чтобы не было больше, потом порвется, может, где-то. Играли? Терпите. Возбуждали? Да? Возбуждали. Настраивали украинцев. Возбуждали. Брали, играли, языком играли. Да? На яйцо играли. Вот теперь терпите. Вот такие вот. Ненавижу таких людей, которые все время вот себе такой, как это будет, вот это вот вашим языком, как это будет? Жертва себе делает, из себя жертва делает, как будто вот жертва, вот кому кто-то ебет его, кто-то нападает. Вот. Орали, кричали: за 3 дня мы будем брать Киев. Столько людей убивали там. Столько ракет до сих пор пускаете.
Где ваши эксперты, тот, которые сидели на студию 60 минут, орали, кричали? Где теперь? А кто тут страдает? Народ, простый народ. Теперь забирайте все, эвакуацию там делайте. Теперь. Я смотрю, в последнее время у Кадырова тоже смех потерялся. Так он кричал, борзый так разговаривал. А сейчас что? Кто последний смеется, тот от души смеется. Пока смейтесь. Смейтесь пока. Вот такие барабаны у них. Вот такие вот играют. Играли, короче, немножко больше размеры. С размерами больше, да? Вот. Теперь... Как начали украинцы настраивать туда, потом они говорят, больно, больно, больно. Не надо было играть. Больно, терпи, Диге. Как это сказал? Хочется, Путин что сказал? Хочется, не хочется, терпи. Вот теперь это слово Путина ставьте на наушниках, на ушах. Вот хочется, не хочется, терпишь, красавица. Теперь будете терпеть дальше. Это спецоперация, это не война, это не нападение украинских войска на вашу территорию. Но идет такой обмен опыт, понимаешь? Вот это обмен опыт, политический обмен опыт, военный обмен опыт, который вы шли туда, да, показали, что смогли. Теперь они идут туда и вам покажут, что они могут. Умеют, что они. Посмотрим, что умеют они. Вам покажут. Это просто спецоперация. Это не нападение, не террористический акт. Ничего там нет. Это спецоперация. Продолжение спецоперации. Вот идет туда, так. Возле Киева, вот так идет туда потом. Белград и другие. Завтра начинается Белоруссия, вот так. Вот так идет спецоперация. Посмотрим потом, кто кого освобождает. Запас, резерв, сторона Украина достаточно имеет. Что надо? И оружия, и людей, и желающих. И там достаточно. Вы уже в 22 году, 23 году, 1922-23 году вы тоже нас освободили от неонацизма наших дедов. Убили, да, забрали. Все наше золото, земля, что было, все забрали. Россия строена на воровской деньги. Москва, Россия, весь Россия, экономика Россия на деньги, воровской деньги. До сих пор бедная Африка воруете, в других странах воруете, до сих пор. Россия не строена на своего бюджета. У России нет ничего. Все строено на воровство, на кровь людей строено. Вы убили всех наших дедов под названием Басмач, да? Атаман, Басмач убили, воровали, 70 лет доили этих краев, поработили до сих пор. Все Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, все они, Туркменистан, работали на вас. Тут Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия.
Все они на вас работали. Все они 70 лет работали на вас. Воровали только. Вот это «Жигули» ваши, ворование, вот это завод от польских стран. Вы от Польши это воровали, насильно забрали. Переименовали это «Жигули». Это вообще другое название машина. Точно такой же копия до сих пор здесь много есть. Польша купила от Италии это завод. И вы воровали это. Все у вас наворованное стоит. Все. Все, что есть. Автомобили остальные. До сих пор, поэтому ваш автомобиль, кроме вот этой Азии, где-то там вы насильно пихаете, нигде не купит. Нигде не купит ваш автомобиль. До сих пор вы сами себя обманываете. Китайскую машину, наклейка клеите «Москвич». Якобы у вас «Москвич» выпускают. «Лада» или что-то там. Китайский автомобиль. По жизни воровали вы. Я, блядь, ненавижу вас, сука. Конкретно ненавижу. Вы паразит просто, вот это вот землей шар. Вот это русский, это паразит землей шар. Скорее бы вас, блядь, закончили бы. Мы тоже потом брали бы вот это вот свою долю, вернули бы то, что вы воровали от нас. Мы бы вот это все вернули бы все равно. Вы воры, воровали. «70 золото и серебро вагонов. 70 вагон воровали. Это пидор Амир Олимхон, который тоже убивал своих. Только убивал и убивал. Вот. И он воровал от людей, от народов. А потом вы от него воровали. Это все хлеб. Это народ Азии. Вы 70 лет поработили. Все золото, хлопки, все то, что было, забрали. Продали, строили свою край. Вот это вот Россию строили. Это вся Россия. Это строено на воровской деньги. На воровской. Вот это все наворовали и строили. Это наши деньги вы строили. То, что вы строили, это наш труд, наших дедов, наших отцов, наших матерей. Это ихний труд. Это наше золото вы воровали, наши хлопки, наше то, что было, все выращивали, воровали все и строили там. Это наши деньги. Это не русские деньги. Русские все алкаши. Там ходите, там валяйте, купи один пиво, как попрошайка. Я был в России, каждый поворот, купи один пиво, купи, пожалуйста. Давай, купи мне пиво. Русский сила. Русский хуй русский. Я ненавижу, сука, вас просто.